Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана принял участие в заседании Совета глав государств СНГ. В Ашхабаде открыты новые учреждения здравоохранения. Президент Турции награжден юбилейной медалью Туркменистана в честь 300-летия Махтумкули и другие новости. 8 октября в Москве под председательством президента России Владимира Путина состоялось очередное заседание Совета глав государств СНГ. В заседании принял участие президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Во время своего выступления Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан выступает за расширение объемов и географии поставок энергоносителей по территории СНГ и за его пределы. Глава государства подчеркнул, что видит важным направлением сотрудничество создания условий для функционирования зеленой экономики в СНГ. В завершении саммита было принято решение о председательстве в СНГ в 2025 году. Согласно подписанному документу, председательство переходит к Республике Таджикистан, а сопредседателями в этот период будут Туркменистан и Российская Федерация. Сегодня в столице Туркменистана стартовали международная выставка и научная конференция «Здравоохранение, образование и спорт в эру возрождения новой эпохи могущественного государства», приуроченные ко Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности. По этому случаю президент Сердар Бердымухамедов направил поздравительное послание участникам форума. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о награждении юбилейной медалью Туркменистана в честь 300-летия Махтумкули Фраги президента Турецкой Республики Реджепа Таипа Эрдогана. Награда вручена в знак признания заслуг Эрдогана в развитии дружеских отношений между Туркменистаном и Турцией, а также за его вклад в изучение и популяризацию творческого наследия великого туркменского поэта. В соответствии с президентским указом почетный старейшина Туркменистана Реджеп Таип Эрдоган также награжден памятными и подарочными знаками. Утром в Ашхабаде состоялось торжественное открытие Международного оздоровительно-реабилитационного центра на 400 мест и Международного научно-клинического центра физиологии на 250 мест. В церемонии принял участие национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. 10 октября в Ашхабадском парке Лачин состоится торжественная церемония открытия памятника великому казахскому поэту Абаю Кунанбаеву. Мероприятие пройдет с участием представителей местной интеллигенции, дипломатического корпуса, творческих объединений, казахской диаспоры, а также ученых и писателей. Открытие памятника проходит в рамках Дней культуры Казахстана в Туркменистане, стартовавших накануне в столице. Власти штата Флорида призвали к массовой эвакуации свыше 5,5 миллионов жителей в связи с приближением урагана Милтон. Серьезность ситуации подчеркивает тот факт, что даже те жители, которые обычно игнорировали подобные предупреждения, на этот раз решили последовать рекомендациям властей. Чтобы избежать транспортного коллапса на основных магистралях, людей призывают укрываться в ближайших убежищах, не уезжая далеко вглубь страны. Американская авиакомпания Spirit Airlines ужесточила требования к внешнему виду пассажиров. Перевозчик теперь настаивает на скромной одежде, полностью закрывающей тело. Новые правила вступили в силу после инцидента с 2 пассажирками, которым отказали в посадке из-за кроп-топов. Несмотря на просьбу бортпроводника прикрыться, девушки не выполнили требования. Представители Spirit Airlines утверждают, что действия члена экипажа были правомерны. В 60-страничном договоре перевозки, который пассажиры подписывают при покупке билетов, есть пункт о необходимости выглядеть прилично на борту. Документ гласит, что неадекватная одежда может стать причиной отказа в посадке. Молодежная сборная Туркменистана по волейболу успешно начала участие в чемпионате Центральноазиатской волейбольной конфедерации, проходящем в Коломбо. В первом матче туркменские волейболисты обыграли сборную Мальдивских островов со счетом 3-0, а во втором матче одержали победу над сборной Киргизской республики также со счетом 3-0. В турнире участвуют команды из 6 стран – Туркменистана, Киргизстана, Узбекистана, Шри-Ланки, Непала и Мальдивских островов. На предварительном этапе сборные сыграют между собой в круг, после чего команды, занявшие первые и вторые места, встретятся в финале, а коллективы, занявшие третье и четвертое места, будут бороться за бронзовые медали. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.